Год? Чечено-Ингушской АССР. Вот время нахождения на фронте. Когда вы попали в фронт и когда вы выбыли с фронта? Значит, как мы знаем, война началась в 1941 году. Война была очень тяжелая. Советский Союз понес большие потери. Первый год войны немецкая армия имела превосходство. Много территорий Советского Союза было оккупировано. И немецкие войска добрались до Северного Кавказа. Северный Кавказ. Большая территория Северного Кавказа была оккупирована. В том числе наш соседский Нальчик, Ставрополь, Георгиевск, Кизляр и так далее, и так далее. Дальше Кисловодск, Северный Кавказ. И немецкие войска, как я сказал, добрались до Северного Кавказа, рвались они к Грозному, Махачкала и Орджоникидзе. Эти города не смогли взять, потому что было сильное противостояние, оборона крепкая. Я находился в 1941 и 1942 году в республике. Первое время учился в школе. В 1941 и 1940 учебном году работал учителем начального класса по месту рождения в село Тревзино. Но когда немецкие войска прорвались в Ищорскую, разведка немецкая, мотоциклисты прорвались в станицу Червленную. Малгобек был оккупирован. Было принято на Северном Кавказе строить оборонительные сооружения. И была большая мобилизация в 1942 году, октябрь, ноябрь, декабрь. И на этих оборонительных сооружениях по берегу реки Терек, в районе Макане, я тоже был мобилизован, мы строили оборонительные сооружения по берегу реки Терек. Там были люди преклонного возраста, участвовала молодежь. И половину декабря с этих оборонительных сооружений я вернулся домой. И добровольцем, как мои односельчане, молодые ребята, нас было 10 человек, мы добровольно решили вступить в Красную армию, если потребуется, на фронт. В конце декабря, значит, мы пошли вступить в Красную армию добровольцами. Из республики было много молодежи, много. Война уже, в это время уже наши войска пошли вперед, освобождая города Северного Кавказа. Но после того, как наши освободили Сталинград, немцы начали отступать. Ну, значит, сразу мы, молодежь нашей республики, попали в 4-ю кубанскую казачий кавалерийский корпус. Вот. В ходе интервью мы более подробно будем рассматривать. Сейчас мы пройдем по вопросам, как тут у нас расписано. Вы затронули вопрос, где вы, в какой части были, где именно вы воевали, на каком фронте, и название, номер армии, корпуса и дивизии. Значит, так, война, значит, в первой, по прибытии служить в первое время, конечно, мы в бой не вступали, проходили обучение, и в этом 4-м кавалерийском корпусе до мая месяца 1943 года. А мая месяца 1943 года много молодежи
чеченцев и ингушей были переведены в Третий гвардейский кавалерийский корпус, который был под Сталинградом. Попали в этот корпус третьего. В этом корпусе мы пошли на запад, в Ростов, Воронежская область, Таганрог, Воронежской области, потом, это в 1943 году, по железной дороге, эшелоном, с кавалерией, Смоленщина, на Западный фронт. В основном боевые операции, я в боевых операциях участвовал на Смоленщине. И на Смоленщине, значит. И 26 сентября 1943 года во время атаки, пешком атаки, был в поле боя тяжело ранен. Служила, как я вам сказал, в 3-м гвардейском кавалерийском корпусе, 23-й кавалерийский полк, 3-й эскадрон, 3-й кавалерийский взвод. Командир взвода Здор, командир эскадрона, фамилия я уже забыл, командир полка Бондар, командир отделений Зарюгин, Куприн. Из одних боев при атаке, как я сказал, был тяжело ранен. Мы более подробно уже далее по ходу идет, чтобы не повторяться вопросами, чтобы не задавать вопросы от тех событий, которые вы уже нам рассказали сейчас, чтобы не повторяться. Мы по ходу будем задавать вопросы. Дальше у нас идет вопрос, вот, в каких родах войск служили и воинская специальность какая у вас была? Ну, как я сказал, я в кавалерии служил, кавалерий, стрелок. Ну, а после того, как получил тяжелое ранение, ну, безусловно, попал в эвакогоспиталь, номер 2929. Проходил там излечение. А какое воинское звание, должность вы имели? Звание? Я рядовой. Но если последнее, это не на фронте, потом после излечения служба пришлось мне служить. Попал я в 3-й учебный отдельный танковый полк Западного фронта. Это 43-й год, январь, февраль, вот так. Попал в этот батальон. Там я уже был курсантом на танке Т-34, изучал технику. Радист, наводчик, азбука Морзе. Вот, если затронуть вопрос о начале тех событий, можно ли вспомнить было ли в стране ощущение надвигающейся войны вообще? Вот предвоенные годы были ли в стране ощущения надвигающейся войны? Что-то предвещало войну в то время, до начала войны? До начала войны что было? Предвоенные годы было ли в стране ощущение надвигающейся войны? Ощущение? Да. Не было никакого ощущения. Не было никакого ощущения. И, между прочим, мы, как допризывники, призывной возраст, пошли в Веденский военкомат, нас пригласили. И там проходили занятия. День начала в 1941 году, начало войны, мы там проходили занятия. С нами занятия проводил командир, одели противогазы, жаркий день, и давай бегом, несколько километров проходили занятия. А что тогда только мы узнали, что война началась. А так, что война будет, это никогда. Потому что война-то как? Без объявления войны Германия напала на Советский Союз. Без объявления войны. А вот как вы узнали о начале войны? И какова была ваша реакция и реакция ваших близких? Ну, начало войны
по радио объявили, выступил Сталин, дорогие братья и сестры, началась война, на наша Родина описана опасность и так далее, и так далее. Тогда узнали, что началась война. Началась война, и, между прочим, много служивцев из Чечено-Ингушетии, участвовавшие на фронте, начали в отдельных местах, ну, почти во всех селах похоронки, что ваш сын погиб геройский там-то, там-то. Страшная была обстановка, трагедия. Ну, народ был обозлен, безусловно. За что, почему? Война. Вот. Расскажите, там, когда и как вы были призваны в армию? Я, как сказал, мы были добровольцами. Добровольцами. Могу фамилии назвать, если надо. Добровольцами в конце декабря 1942 года. В конце декабря. Добровольцем мы пошли. И не только я, много молодежи было Чернушевцев. А вот выступление Сталина 3 июля, какое впечатление оно произвело на вас тогда? Ну что, когда враг нападает на мирное государство, на твою родину, ну, там, где ты живешь, это государство, это наша родина, не только Чеченская республика, вообще СССР. Да. Конечно, готово. Когда невинные люди погибают, ну, хотелось принять участие в этой войне, и поэтому мы пошли добровольцами. Конечно, сперва даже иногда не думали, война кончится, но она длилась около 4,5 лет. А вот в каких сражениях, операциях вам пришлось принимать участие, будь то в обороне, по освобождении? Ну, в Смоленской области, основной, запомнился последний бой. Мы ночью на лошадях, как кавалеристы, двигались, ну, это, по лесу. И последний бой был в Смоленской области. Видимо, разведка сработала плохо. И ночью по нас открыли. Только слышно было под ноги маршем двигаемся. Это что говорит? Впереди опасность, мост, яма. Уже держи покороче, лошадь покороче. Ну и открыли по нас огонь. Мы, между прочим, ну, как солдаты, не знали, где мы находимся даже. Это была ночь. Темная, болотистое место, леса. Много. А ночью ребят погибло там. Расцветало, бой утих. Были убиты, ранены много. Не видим своего командира, взвода не видим. Потом слышим голос командира эскадрона. Командир взводов ко мне. Он вызвал к себе, а потом появился наш командир взвода. 3-й взвод ко мне. Вздор, младший лейтенант. Ну что, нас было 18 человек. Человек 6 нас. Нашего взвода. Ночью много было раненых и так далее, и так далее. Поставил задачу. Мы говорили так, когда к пешему бою слезай, один кавалерист забирает и своего коня, еще 2-3 коней забирает, закрыто место или в лес, или где-то от фронта, от стрельбы подальше. Ну, командир взвода дал задание. Бесаев, бери 3 коней, Петров, бери 3,
Бесаев со мной, значит, было бояться совчанин, а я иду в атаку, наступление. Он просил, можно ему выполняйте приказ, берите коней, все. Вот я пошел, бой был тяжело ранен. И там закончилось мои военные действия. Попал в госпиталь, все. А вот это был единственный случай боестолкновения, или можете ли вы вспомнить один или еще несколько наиболее ярких боевых эпизодов? И какая минута, день, события были самыми трудными, тяжелыми и опасными? Ну, как я сказал, последний бой был самый опасный. А до этого были стычки, так. Стычки были, но не так сильно. Стычки были с немцами. Были стычки. Ну, последний бой был тяжелый, потому что не знали местность, находились в лесу. А вот мы знаем, что советские солдаты на фронте проявляли массовый героизм. А что для фронтовиков было источником мужества в то время? Источником мужества для фронтовиков было освободить свою страну, освободить свой народ от немецкого ига, изгнать с территории Советского Союза немецких солдат. Вот так. Вперед на запад, мать Родина зовет, с такими лозунгами ходили. А наступали советские солдаты и офицеры. Вот. Можете ли вы рассказать о подвиге, которым были свидетели? О скорби. Что? Если говорить о поле боя, услышал стон, человеческий стон, поле боя, когда бой утих, туман, трава растет, услышали человеческий звон, услышали о помощи, он просил помощь. Ну, мы подошли с своим, взяли ее, он был очень тяжело ранен, фамилию не знаю, был он чеченец по национальности. Мы, как стрелки, две винтовки, он положили на наше оружие этого кавалериста, сдали мы ее Санбат. Санбат, где они лежат. Это эпизод. Ну, несмотря, что мы видим и убитые, и раненые, в душе страха не было. Страха не было. Страха не было. Только вперед, только вперед. Изгнать вражеских солдат из территории Советского Союза. Вот мы видим, вы имеете очень много наград. Можете рассказать, за какие подвиги вы получили и какая из них вам наиболее дорога? Что я могу сказать? Награды это, между прочим, если первый, что выполнять приказы командира, командования, перед поставленными задачами относиться добросовестно, выполнять приказы. Вот за выполнение этих приказов командир полка, роты, эскадрона представляет для наград солдат или офицеров задачи. Видимо, вот так и мне мой командир представил за мои заслуги, что я выполнял приказ командира, в опасных местах сделал, что могу. Ну, медаль за боевые заслуги. Медаль за боевые заслуги называется. Ну, честно служил, выполнял команды командиров. А вот какая из наград вам больше ценна? Какую ценность представляет? Между прочим, мне
вот название даже само за боевые заслуги, медаль, это я считаю, это говорится на поле боя, кровью и так далее, и так далее. Этот медаль. Вот. С какими чувствами вы шли на войну и с какими возвращались? Интересно выяснить отношение ваше к войне на разных этапах. Ну, на фронт мы ушли, как я сказал, добровольцами. В душе было только освободить территорию от захватчиков. Это наша план и задача. Но, как вы знаете, это может нас сказать, не знаю, трагедии с нашим народом. Да. Об этом надо сказать. Или... Ну, по ходу мы еще этот вопрос рассмотрим. Хорошо. Вот, а как воспринималось в начале войны то, что Красной Армии пришлось отступать? И какие настроения преобладали? Все думали, что мы обязательно победим? Или все-таки встречались люди, сомневавшиеся в победе СССР над Германией? Ощущение как было разных людей, я, конечно, не могу сказать, но ощущение солдат, фронтовиков, ощущение освободить свою страну от врага, от вражеских солдат, свою родину, беречь своих женщин, детей, сохранить территорию. Кто идет с оружием без объявления войны, того встречают с оружием в руках. И так у нас тоже были такие мысли. Мы должны служить своей родине честно, добросовестно, несмотря какие опасности тогда и жертвы. А как воспринималось то, что в начале войны Красной Армии пришлось отступать? Ну что, это, конечно, политические вопросы. Ну, ничего, потому что враг напал внезапно. Внезапно напал. И, между прочим, был заключен договор с Германией на 10 лет о мирном существовании. Не прошло немного времени, враг напал на Советский Союз без объявления войны. Если вам это интересно, между прочим, когда с немецкой стороны перебежали в нашу сторону, немецкие солдаты, когда сказали, что на вас нападет Германия, войска подтянут наши границы, готовятся наступать на Советский Союз. Не поверили. Между прочим, есть истории. Не поверили наши, даже доложили Сталину, говорят, что провокация. Не поддаваться. Не поддаваться провокации, даже если откроет огонь, не стреляют. Это провокация. Так говорили политработники, заявил Сталин. Ну, когда в Москве германское посольство началась войны, они по телефону говорят, не отвечали. Их представители пригласили наши руководители Советского Союза. Появился государственный представитель в Москве, там, куда его пригласили. Он там заявил, Германия объявляет войну Советскому Союзу. Даже вот так. Политработники так объясняли. И так и видимо было, что внезапно, без объявления войны напали. Когда внезапно враг нападает, если против на кого он нападает, тот не думает, что сейчас будет война, сейчас на него будет стрелять оружием, он уже не думает. Безусловно, наступающий имеет преимущество.
А вот что вы знали о положении под Москвой осенью 1941 года? Были ли вы информированы? И как вы узнали о начале контрнаступления под Москвой? И какое впечатление это известие произвело на вас? Ну, наступление под Москвой я не могу сказать. Это далеко от Чеченской Республики. Но наступление наших войск на Северном Кавказе, где мы вот живем, здесь уже видно было, мы победим. Это было видно. Когда начали город за городом освобождать Северный Кавказ, начиная от Кизляра, от Малгобека. Малгобек 5 января в 1943 году освободили Малгобек наш. Тогда чувствовали, что победа будет за нами. И так и получилось. Потому что солдаты преданы своей родине, преданы служили. Вот. А тыловики помогали. Без тыла нет победы. Такой лозунг дали. Без тыла нет победы. В тылу, на заводах, колхозах, совхозах. Работали, между прочим, когда ушли мужчины служить на фронт, женщины, трактористами работали, в совхозах, в поле работали, все. И в нашей республике, между прочим, в 1942 году в армии не хватало, конечно, и продуктов питания. Там в Советском Союзе помогала Англия и Америка. И у нас в республике проходило такое мероприятие. Продукты и теплые одежды собирали в республике. Ну, наши жители по селам сушеное мясо, кукурузная мука и так далее, так что не испорченные штуки. Теплые носки, теплые фуфайки для солдат, для фронта. Вот такое мероприятие. По ночам дежурили. Даже у нас, вот где я родился, в Веденском районе, женщины, девушки, партизаны, их называли, ночью дежурили на лошадях. Одели шинели, кубанки, девушки. Их пригласили дежурить по ночам. И были, даже с нашего села была одна, помню, ночью дежурить. Ездить. Ну, бдительность. Потому что война недалеко рядом. Могут появиться шпионы, могут наделать делов. Очень активно откликнулся. Ну, если говорить, большая работа проводилась насчет войны, и правительство республики, наши даже митинги проходили в Грозном, Орджоникидзе, Махачкале. Совет старейшин не быть немецкому врагу на территории вот названных республик. Не быть их ноги на нашей республике. Защитим, станем все как один, старики. Такие митинги проходили. Даже помню случай, я там не участвовал, в селе в собрании. Председатель Совета народных комиссаров нашей республики был Супян Малаев, говорят. Малаев. Был, говорит, я слышал, он был, но я его не видел. Собрание проходил возле мечети в селе, когда он рассказал обстановку, опасность. Враг продвигает вперед, в нашу сторону, на Грозный и так далее, и так далее. Там старики выступали. Мой отец, говорит, заявил, там мне рассказывал один, а твой отец сказал, у меня один сын, я отдаю вам его. Все. Один сын, говорит, а мне я отдаю вам. Я рассказал другой. Твой отец что сказал, знаешь, я не за это делаю. Ну что? Озлобленный был народ наш. Война-то кровь несет, жертвы несет, уничтожает все живое. Ой. Добре.
Вот, расскажите о своих командирах, какие у них были отношения к подчиненным. Если помните, пофамильно. Фамилии помните? Ну что я сказал, командир взвода у нас был Здор, начали там, командир взвода. Отношения были хорошие. Нельзя сказать, ну, как можно сказать отношения. Командир есть командир. Он беспокоится о тебе. Солдат, он знает, солдат есть солдат. А командир, он подготовленный. У него знания, поэтому он и командир. Он объясняет, какие задачи ставить перед ним. Перед ним ставит вышестоящий, он перед своими солдатами, в взводе, в отделении. Хорошие были, положительные, доброжелательные. Потому что командир, как командир беспокоится о своем солдате, солдат служит, отдает все. Отношения к нему хорошие. А вот кого в армии считали наиболее выдающимися полководцами? Кого в армии считали наиболее выдающимися полководцами? В армии это просто трудно сказать. Ну, можно сказать по литературе. Жуков считали самым, их много командующих фронтами. А Жукова считали сильным командиром, смелым. Ну, Сталин отвечал за государство. Война к Москве подошла. Сталин не покинул Москву. Правительство переехало в город Куйбышев, а Сталин оставался в Кремле. Вот на фронте были люди разных национальностей. Как многонациональность сказывалась на боевом духе армии? На фронте действительно были много национальностей, солдат разных национальностей. Они очень дружно жили, помогали друг другу. Дружно жили. Задача одна – победа. А чтобы победа воевать противника, надо честно служить. Помогали друг другу. Вот я был тяжело ранен, мне помог русский солдат. Я попросил воды, и подбросили флягу с водой. В поле боя лежали, и сверху бьют, и самолеты летают, тяжело раненый, лежал, просил воды. Помог ребятам. Даже из другой части, пехотинцы даже. Вот повлияло ли участие в войне на ваше отношение к религии? Если да, то каким образом? На кого повлияло? Повлияло ли участие в войне на ваше отношение к религии? К религии? Да. Нет, к религии. Религия остается свою, то есть, например, я мусульманин, религии в первую очередь думаешь о всем, но религии не говорит, что религия говорит, если на твою мирную страну напал враг вооруженный, надо встречать его с оружием в руках. Вот. На фронте часто складывалось тяжелое положение. Вот как удавалось не падать духом и поддерживать воинскую дисциплину? Про фронте всякое бывает, фронт. Я о других не могу сказать. У нас, в нашей, кругозор, я же не могу о полке сказать, полк, о взводе, о эскадроне, отношения всех, план один, честно, добросовестно отдать за Родину свои силы. Вот имеется в виду, что было тяжелое положение, и как удавалось поддерживать воинскую дисциплину среди солдат? Среди солдат у нас, между прочим, поражений не было. Не было. 43-й год
был наступательный. Это 41-й, 2-й мы отступали. 43-й был наступательный. Ни шагу назад, ни шагу. Только вперед. Вот именно относительно этого вопроса, вот, какую роль в развитии событий сыграл приказ Наркома обороны «Ни шагу назад»? В этом приказе говорится о создании заградотрядов и штрафных подразделений. Вам лично приходилось с ними сталкиваться? Нет, не приходилось мне с ними встречаться, не приходилось. И этих подразделений, этих сотрудников я даже не видел. Видимо, в нашей части не было необходимости. Наши солдаты выполняли боевой долг, как положено. То есть, вне зависимости, был ли введен данный закон или нет, каких-то изменений вы существенно не почувствовали? Нет, абсолютно. Не почувствовал. Нет. А вот что запомнилось из встреч с населением во время отступления и во время пребывания в прифронтных населенных пунктах? Вот что запомнилось из встреч с населением во время отступления, во время пребывания в прифронтовых населенных пунктах? Значит, ну что, мне и моим сверстникам не пришлось отступать. Это мы не испытывали. Мы это в 43-м году наступали в Чипе, но мы видели территорию, где была под игом немцев. Конечно, картина была страшная. Женщины измученные, дети полуголодные. Они были в оккупации и по полгода. Вот, когда мы их увидели, конечно, душе было тяжело. Несмотря на это, когда наши войска прибыли, освобождая, изгнав немцев или из села, или из города, настроение совсем другое было. Вот, как именно встречали вас люди в освобожденных селах и городах? И можете ли вспомнить конкретный случай, где и когда это было? Знаете, в освобожденных местах мы встречались, конечно, в Георгиевск, Ростов, Таганрог, Воронеж, были оккупированы немцами. Какие отношения? А вот каким было отношение наших солдат к гражданскому населению Германии и других стран Европы? Я за границей не был. Я до города Смоленск, это Западный фронт. Я дальше Смоленска не пришлось мне участвовать в боевой операции, потому что я там потерял раны.